то зерно, которое позволит найти наиболее приемлемые варианты развития городской среды, чтобы она была удобной, чтобы была доступной. Качество воды, качество окружающей среды. И я очень благодарна Министерству архитектуры и строительства, которое, понимая все эти проблемы, откликнулось и готово сегодня работать для того, чтобы решать эти проблемы. Развитие общества – основа развития страны. И поэтому я надеюсь, что представители сегодняшних министерств учтут все наши замечания и бизнеса, и гражданского общества. Поэтому всем нам успехов. Я все-таки Уважаемые друзья, уважаемые форума международного нашего форума, создание комфортной среды проживания читателей, градостроителей, урбанистов и архитекторов. Один из механизмов этого договаривания о следующих шагах организаторы предлагают принятие последующего распространения правительства, международной организации резолюции. Потому что сегодня мы здесь, как некоторые пришли в красном галстуке, сегодня мы здесь в формате без галстука. Мы обсуждаем вопросы, договариваемся о каких-то последующих шагах. Можно много говорить там о достоинствах архитектуры, о транспортной структуре, об умных городах, датчиках, о чем угодно. Но в первую очередь город – это люди, это взаимоотношения между ними. А что такое город вообще у нас, в Республике Беларусь? По многим признакам, да почти ничего. У нас города абсолютно не самостоятельны. Они не субъекты права, они не имеют нормальных бюджетов. Чего греха таить, в любом райцентре сегодня 90 и более процентов городского бюджета – это, к сожалению, зарплата бюджетников. Да? То есть на реальное обустройство городов остаются реально копейки. Городская экология. Мы видим тут воздух, которым мы дышим. К сожалению, по-прежнему возле городов находятся свалки, предприятия с особо опасными выбросами, с использованием почти ядовитых веществ, технологий, не до конца просчитанные риски. Таких вопросов очень много. Транспортная инфраструктура, она на самом деле затрагивает очень много. От стоимости жилья, если говорить о простом человеке, на экологию в большинстве городов она оказывает очень сильное влияние. Еще одна очень важная, на мой взгляд, проблема, которой наша страна только начинает заниматься, это барьеры в городской среде, не только в городской, то есть речь идет о доступности, да, но речь должна идти не только о физической доступности тех или иных объектов городских, да, а в первую очередь это проблема ментальная, это проблема в наших головах, да, барьеры вот здесь находятся, раз. Вторая, если мы говорим о лицах с особыми потребностями, с особыми возможностями, а какой у них повод выходить из дома зачастую, насколько они обществом нашим востребованы, да, то есть вот термин инклюзия подразумевает, на мой взгляд, именно, скажем так, в первую очередь хорошее, нормальное отношение со стороны общества в целом, потому что зачастую люди прячутся в своих квартирах. Уплотнительная застройка, всем наболевшая тема, она актуальна в Минске, она актуальна в Бресте, в любом городе, как говорится. Но надо здесь понимать одну вещь. Мы не можем не уплотнять, не сносить, это тоже надо признать, иначе мы будем продолжать жить в землянке. Вот. Но вопрос, что это надо делать, допустим, у меня сомнений не вызывает, а вопрос, как это делать. Зачастую нам не хватает вот этого диалога действительно с горожанами, просто нормального человеческого объяснения. Для чего и как это будет сделано. А поскольку этот вопрос является тайной, покрытой мраком, он вызывает вот такое. В прошлом году не было таких диалогов. Не было сессий панельных, на которые мы приходили и беседовали по определенным темам, да? Там навигация в городе, там, участие людей в беседах с государством о том, что им важно. Да? Это очень важно, что сейчас люди, гражданское общество и государство, да, участвуют в этом диалоге. Потому что если бы я не пришла в Министерство экономики, представители государства, да, не приехали наши коллеги из-за рубежа, да, не было бы диалога, не было бы изучения вот этой практики. И я очень рада, что это существует, это есть, и я надеюсь, нас услышат. Самая большая ошибка, что нет диалогов между профессионалов.
И вот что я заметила в Беларуси и в Литве, каждый профессионал работает по себе. Урбанист написал этот план. Тогда транспортник написал дороги, нарисовал, наверное, начертил. Тогда инженеры, водопроводы и так далее. Тогда уже тот, который за природой, видит, что нету где места парку. Ну, где-то нарисовал парк. Тогда еще кто-то говорит, социальная политика нужен, детский сад, и 40 минут появляется. И все профессионалы. И все делают по очереди профессиональную работу, а диалога между ними нету. И вот поэтому мы имеем профессиональные работы, которые не годится людям профессионально жить. И я думаю, что это первый вопрос, который должен быть решен. Еще раз подчеркиваю, что здесь первая вот такая дискуссионная площадка. Мы учтем эти ошибки. И, пожалуйста, давайте там договариваться на февраль месяц с облсполкомом или с Мингорисполкомом. Вот те проблемы, которые мы сегодня считаем ключевыми. Потому что, Виктор не даст соврать, как раз-таки облсполком, особенно Минский, он категорически против участия граждан в обсуждении. Он настолько против, что он говорит, нам ничего не надо нового. Нам верните 2010 год, когда никого ничего я не спрашивала. Это будет the best. Понимаете? Поэтому нам сегодня с вами надо вот найти тех людей в облсполкоме, которые тоже понимают необходимость этого решения. Вы поймите, в Министерстве архитектуры тоже не просто было найти людей, готовых на диалог. И точно так же их неплохо не просто найти. Но если эти люди есть, значит, мы должны сегодня с ними показать нашу конструктивность. Что мы не пришли, как уже было сказано, бла-бла-бла, а пришли с конкретными решениями. Что если нужно, чтобы это было 3 статьи в Кодексе градостроительства об участии граждан, значит, это должно быть 3 статьи, которые учитывают интересы всей части гражданского общества. Обсуждаем, но тоже общем немножко. В Европе она сказала, цитату, наша цель стать первым климатически нейтральным континентом. Они включают в себя поддержку реформ Европейского Союза и Беларуси, каждый год тратит примерно 31 миллион евро на двустороннее сотрудничество. Информационным поводом, скажем так, для того, чтобы появилось вот это мероприятие, стало принятие проекта Кодекса об архитектурной, строительной, градостроительной деятельности и прошедшая процедура общественных обсуждений. Проблемы градостроительства волнуют абсолютно всех, мы все жители, если не города, то какого-либо населенного пункта, и, к сожалению, в этой сфере у нас очень много проблем, которые мы видим в протестных акциях, в подаче большого достаточно количества петиций в адрес тех или иных органов государственного управления. И, в принципе, эта ситуация ненормальна. Социальная напряженность постоянно растет. Мы видим задачу своей организации в том, чтобы организовать конструктивный диалог между всеми сторонами заинтересованными, потому что мы считаем, что никто не хочет вперед злого умысла, да? Значит, и вот сегодня прошедшее мероприятие – это как первый шаг, да? То есть мы ставим перед собой задачи определения некоторых направлений, там, подготовки предложений по совершенствованию градостроительной политики, городских политик, по усилению роли городов как субъектов каких-то правовых действий. И на это нацелены наши основные усилия. Вот сегодняшняя встреча, мы надеемся, что это только действительно первая из череды. Мы получили очень ценную для себя обратную связь, в том числе и каких-то своих даже текущих ошибках, за что мы безмерно благодарны всем, кто высказал свое мнение, и надеемся в дальнейшем развивать вот этот диалог. Однозначно порадовало то, что присутствующие здесь сегодня представители органов государственного управления в принципе подтверждают со своей стороны такую же готовность к продолжению диалога. Это уже большой шаг вперед на сегодняшний день. Значит, сегодня власть декларирует готовность идти на диалог с общественными структурами, с гражданами. Однако этот диалог, я бы сказал, что он пробуксовывает как минимум. Вот, и для того, чтобы его немножко простимулировать, нужны решения на уровне законодательства, внесение изменений в действующее право для того, чтобы
у власти появилась обязанность перед принятием градостроительных решений идти на коммуникацию с местными жителями и убеждать их в правильности и необходимости принятия определенных решений. Пока этого нет. И диалог, он зарождается под давлением общественности, а не является инициативой со стороны власти. Поэтому я верю в то, что на сегодняшний день общественность становится сильнее, и власть вынуждена будет принимать решения с учетом интересов и потребностей горожан. В Литве очень все хорошо и все уже получилось, так нету. Так вот за 30 лет еще мы не достигли, чтобы назвать все города устойчивые, компактные и так далее, так далее. Но этот процесс очень итеративный, не знаю, как сказать. И самое главное, начать страна должна хотеть во всех сферах одинаково. И вот слышала я вот с зала комментарий, все знают, там экология и так далее. Так зачем не делаете? Зачем каждое министерство не имеет цель вот этот треугольник, который, да, мы знаем его как Библию, но почему в каждой министерии он не висит тогда как Библия? Что экология, экономия и социальный аспект это самое главное, тот кит, который несет землю. Было очень хорошее мероприятие, это конференция, и особенно мне нравится, что несколько людей, что здесь были участники и с гражданского общества, но тоже с правительства, там была открытая дискуссия о проблемах, которые есть в Беларуси, конечно. И по поводу, конечно, тема города, чистые города, и все это очень важная тема тоже в Европе на данный момент. У нас много разных мероприятий, много разных вещей, которые мы делаем. Мы будем рады помогать тоже Беларусь в этом контексте. То, что мы здесь проговорили, тоже предлагали здесь, это то, чтобы, конечно, поддерживать конкретные проекты, инвестиции, инициативы на городском уровне, тоже инициативы негосударственного сектора, но тоже я подчеркивала важность стратегического планирования. Как мы знаем, цели устойчивого развития – это повестка дня долгосрочного развития до 2030 года. В Беларуси сейчас разрабатывается концепция устойчивого развития страны до 2035 года. Потом поступит процесс формирования национальных программ на 5 лет, которые будут начинаться в 2021 году и будут реализоваться 5 лет дальше. То, что важно, чтобы тоже формировать стратегические планы развития на уровне городов. В городах есть разнообразные возможности, разные ресурсы. Есть, конечно, технический и человеческий капитал. И было бы хорошо дать городам возможность, чтобы они сами за себя ответствовали и чтобы они сами для себя разрабатывали программы устойчивого развития. Мы, как организация, всегда готовы поддерживать такие процессы, но это надо начинать на местном уровне.